Наша героиня всю свою жизнь оказывала помощь людям, лечила их. Ее отец вернулся с войны весь израненный, чтобы увидеть своих родных и близких, а потом навсегда покинуть их. А заслуженная им награда так и не нашла своего героя. Наш фильм посвящен Ворсиной Любови Афанасьевне, проживающей в селе Вовож, которая до сих пор бережно хранит письма, красноармейскую книжку отца и фотографии родных с фронта. Любовь Афанасьевна, где вы родились? Деревня Макарова, Поволжский район. Значит, вы проживали в деревне Макарова. А расскажите немножко о вашей семье. С кем вы жили? Вы родились в каком году? 27 сентября 41 год. Родилась. Значит, это уже в годы, когда шла война. Шла война. Отца забрали уже на фронт. Он даже за неделю до войны уже мобилизовали, да, его призвали 15 июня 41 года. Я родилась без него. Вот. Значит, папа у вас ушел на фронт, а вы остались с мамой. Да, мы остались с мамой. Вот расскажите немножко, что Мама, вы помните? вот через, так, после того, как отец ушел уже на фронт, я родилась. Вот мама, бабушка у нас умерла через 2 месяца. Когда мне было 2 месяца, бабушки не стало. Мама вот одна осталась с 3 детьми. Бабушка умерла. Маме было очень трудно. 3 носила в ясли. Когда война началась, то в деревне открыли ясли колхозные. И детей вот туда нас носили с рождения и до школы. Все в одном месте были. Значит, вы последняя были в семье. Да, я была младшая. Папа ушел на фронт. Папа ушел на фронт, я родилась, через 2 месяца бабушка умерла. Вот и мы остались с мамой втроем. Ну, дедушка у нас еще был. Значит, дедушка еще с вами Дедушка жил. еще был, но он тоже работал, так что ему как-то помогать-то маме не пришлось. Вот маме надо было успеть и детей печь, истопить хлеб, испечь, скотину накормить, нас собрать в ясли. Значит, у вас еще была скотина? Конечно. И корова была? Корова была. Да. Без коровы как бы мы жили, это вообще... А еще чем вы питались? Я не помню, чем мы питались. Я помню хорошо, в яслях нас кормили кашей перловой. В русской печке она там сваренная, томленая. Вот этот запах всю жизнь меня сопровождает. Очень приятно было, вкусно. Запомнили? Тогда. Вкус детства. Да, запомнила. Это еще в русской печке. Вот. Я маленькая была, меня ведь мама завернет и понесет, а эти-то брат и сестрой, одному 2 года, второму 4 года, ясли далеко, и одна вот несла вот она меня, а они за подол держались, и думаю, а дороги же тогда не чистили, как же она там пробиралась до этих яслей, и ведь надо еще на работу успеть и не опоздать. Вам было немного лет в военные годы. Кого из ваших родственников еще призвали на войну? У мамы 4 брата ушли на фронт. Семен, Григорий, Андрей и Филипп. И все не вернулись. У отца тоже, у бабушки было 3 брата. Вот наш отец Афанасий Иванович, Михаил и Александр. Вот из 7 человек вернулся только 1 Александр. И прожил он до 90-го года. Ну, еще и у дедушки брат еще туда попал, в эту мясорубку, тоже не вернулся. Ну, вот у меня свекр потенциальный, в то время он был мой свекр, да, тоже не вернулся, от плену погиб. Ну, и вот это еще 3 зятя у нас у мамы, у сестер у маминых. Тоже были все на фронте, но они вот все вернулись. Хоть кто сколько, но как-то они пожили, детей подняли. Вот многие ушли на фронт, многие не вернулись, но все-таки наступил День Победы. Вы помните этот день? Я День Победы не помню, но вот по рассказам мамы вот помню, как, конечно, это для всех была радость.
Ну вот как праздновали? Вот Ой, как узнали, интересно? Не рассказывали вам? я думаю, что это как-то из района нас сообщали, наверное, председателю. Председатель бригадирам это все на собрании говорил, на разнарядке, да, а бригадир уже по бригадам всем сообщали. Как-то новости-то военные, это сводки-то шли с фронта-то. И, конечно, встречали кто-то с радостью, кто-то со Да, слезами на да, глазах. да, большинство-то со слезами, потому что очень много у нас погибло Погибло. мужиков-то. Вот мама говорит, идем с поля, с работы, и уже в деревне плач. Это опять у кого-то похоронка. А много похоронок, наверное, приходило Да, в то много, время. много приходило. И письма писали, наверное. И письма писали. Вот у мамы братья, так они рано, вот один в 41-м году погиб, один на Финской погиб, один вот в плену году в 43-м, наверное, погиб. И как-то это, и все они без вести, пропавшие, мы даже не знаем, вот это в интернете искали, вот не могли найти. Вот одного брата вообще нигде не могли найти, который в плену погиб, в каком он лагере был, где он был, никаких нигде этих нет документов. Любовь Афанасьевна, сколько вам было лет, когда вы пошли в школу? Мне было 7 лет, но я месяц почти проучилась, мне исполнилось 8. В В какую общем, в 49-м году я пошла в школу. У нас школа называлась в Макарове, хоть она была почему-то Чужьяловская, она у нас называлась. В общем, 2 деревни мы тут учились, Макаровские и Чужьяловские дети. Вот в 49-м году в школу пошла. Учиться мне очень нравилось. Дедушка меня в школе подготовил, я уже могла читать. В школу пошла, и была я отличницей. Нравилось учиться, нравилось уроки делать. Много было ребят в классе? Нас было 20 человек в 1 классе. Но мы учились вот 1 класс и 3 класс. Учитель у нас был Леонид Иванович, строгий, но как-то он это очень авторитетный был. Для меня он вот 4 года я у него училась, и он для меня был всегда учителем с большой буквы. А школьные принадлежности какие были? На чем писали и чем писали? Ну, писали мы, конечно, тетради у нас были. Но нам, конечно, их как, вот я не знаю, как за чей счет, но нам их выдавали, чтобы домой тетрадку. У нас такого не было. Это была бы роскошь. Если бы у меня была дома тетрадка, я бы на ней рисовала. Нет, вот в школе у нас тетради были. Книжки нам тоже давали. Я не знаю, как, кто нам их покупал. Букварь был такой, до сих пор помню, красивый, большой. А писали чем? Писали ручками. Чернильницы были вот такие проливашки, которые частенько это проливали мы. Однажды пошли в школу, и чернильницу с братом не поделили. Ему надо, мне надо. Почему одна на двоих, что ли, была? Он старше меня. И мы эту чернильницу дома пролили. Пролили, а пылы ведь были белые, не крашеные. И это такое чернильное пятно по всем. Вот, а мама, конечно, нам попала бы, если бы не убежали мы. Вот такой был. В школу пришли, а Случай. потом чем писали? Где чернила вам кто дал? Ой, не знаю, наверное, чем-то писали. Уже не помните, Нет, да? не помню. Ну, всякие ситуации, да, были в школе. Но вы были детьми. И говорите, вот даже иногда и баловались. А вот уроки заканчивались. Чем вы занимались после школы? В какие игры играли? Так мы шли домой, сразу мы шли домой, а дома играли куклами, играли. И мне кажется, у нас какие-то уже обязанности были. Надо было дома немножко чего-то прибраться. Дрова. На каждый день мы дрова пилили, кололи, чтобы уже дрова были вот на завтрашний день, например. Мама у нас на работе, утром уйдет, мы ее не видим, вечером приходит поздно тоже так вот. Помогали маме. Помогали маме. А в школе вы помогали? Там ведь тоже, наверное, заставляли работать. А в школе я не знаю, вроде в школе мы, если только картошку откопали, помнишь, что на школьном участке была картошка, и мы ее собирали, вот это помню. А вот, например, колхозу вы помогали летом? Колхозу, После да, школы. с 8 лет мы уже теребили лен.
Мы ходили в поле, потом у нас мама в одно лето пасла овец. Мы целые дни были на лугах. Ой, я так уставала, я еще не училась, наверное, даже. И это вот на луга гоним мы овец. Это прямо у луга километра на 2-3. Вечером опять гоним, опять эти километры мы гоним овечек этих на ферму, а потом с фермы еще домой надо идти. Деревня большая была, длинная. Ой, я сейчас вспоминаю так, думаю, да как это я выжила в такое трудное время. Ну, конечно, значит, времени для игр не оставалось. Да нет, особенно-то нет. А вот скажите, а как вы одевались? У вас уже была такая одежда? На ногах что носили? Нет, мы очень плохо одевались. Все дети мы ходили в лаптях. Я не помню, в чем я в первый класс пошла, но, наверное, в первый класс пошла все-таки у меня были какие-то ботиночки, а потом, я помню, у меня были лапотцы. Хотя тоже не учились, наверное, мне сплели маленькие лапотцы. И мы пошли, это даже где-то я написала, с сестрой к ее крестной за красными яйцами в Пасху. Мы туда пришли, к ее крестной, стоим под порогом, мне, у Любы какие лапотцы-то, они меня так это нахваливают. Но я все равно я не радовалась этим лапотцам, потому что знала, что есть что-то лучше лаптей. А зимой в чем ходили? А зимой, Валенки были? Валенки были. Зимой валенки были. Овечек держали, валенки нам катали. А зимними вечерами чем занимались? Вот у меня сестра вот у меня вязать любила. Брат, я не знаю, чем занимался. А я любила читать. У меня были книжки. Любимое мое занятие. Сколько классов вы окончили? 10. Такая школа Училась в была, да? 3 школах. 4 класса начальные в Макарове, затем с 5 по 7 это в соседней деревне в Волкове, а 8, 9, 10 это в Волжье, уже здесь. В каком году вы окончили школу? Кончила в 59 году. Выпускной свой помните? Ну да, помню. Фотографии есть с выпускного. Очень хорошо. А куда вы поступили после окончания школы? Поступила в медицинское училище. Это ваша мечта была? Нет, моей мечты не было. Эта медицина меня вообще не привлекала. Это маме хотелось. Это вот по маминой воле я по ее желанию поступила туда. Конечно, дальше учиться не пришлось, потому что жили трудно и как-то, мама бы не потянула меня. Вот вы говорили, что вы не мечтали быть Да, я вот не мечтала. А потом медсестрой. приехала я на медпункт работать, да, и меня очень хорошо встретили там. И я вот почти на протяжении всей жизни вот вспоминаю, с кем я там жила. Своих соседей, своих пациентов. Хоть в одну приехала, я ведь ничего не понимала, все равно, студенты сразу работать, да. И все равно ведь делаешь вид, что все знаешь. И, А вот как-то это... все равно у каждого человека есть какая-то мечта. Может быть, у вас была заветная мечта? Исполнилась она, не исполнилась, но мы всегда мечтаем. Ой, вроде особенно мечты и не было. Я не помню. Я не знаю, чего бы я хотела. Но иногда себя ловила на мысли. Потом я уже в больнице вот здесь работала больше 30 лет в отделении. Иногда думала, а где бы я еще так пригодилась, и где бы я еще так себя чувствовала нормально. Вроде бы все нормально, что я в медицину пошла. Значит, это ваша судьба. Да, судьба, значит. И мама была довольна, что я вот тут работала. Иногда и сестру, брата подлечивала, что-то назначено. Вот, скорее всего, мама из этого вас и попросила, чтобы вы могли потом лечить близких людей и другим людям оказывать помощь. Не знаю, может быть, да. И сейчас еще иногда вот это. Кого-то своих еще подлечиваю, пролечиваю. Вот видите. Дочь в школе работает, когда врачи что-то назначат. У нее нет времени ходить лечиться. Вот мы дома делаем капельницы. Как она свободна.
Что бы вы пожелали молодому поколению и вообще обществу в целом? Ну, конечно, в первую очередь мира на земле, мира в семье, в родне и на работе. Мир, чтобы и согласие было, все, чтобы как-то это